Барка Аят. Шавига Машвоваль, друзья, всех приветствую, кто вновь вошел. Я бы вот тоже хотел пояснить по поводу самой этой организации, дать справку, так сказать. ПАСЕ– это Парламентская ассамблея Совета Европы. Это один из двух главных органов Совета Европы, не путать с Европейским Союзом и его парламентом. Совет Европы– международная организация, созданная в 1949 году для защиты прав человека, демократии и верховенства закона в Европе. Сейчас в него входят 46 стран, почти вся Европа, включая Турцию, Украину, Грузию, но без Беларуси и России. Россию исключили в 2022 году из-за войны в Украине. В принципе, чем занимается, состоит из 306 депутатов ПАСЕ, и которые назначают парламенты и страны-членов. Работает как консультативный совещательный орган, не имеет законодательной власти, но принимает резолюции и рекомендации правительству, обсуждает важные темы: права человека, демократия, выборы, конфликты, миграция и так далее. Мониторит, как страны выполняют обязательства по правам человека, выбирает судей Европейского суда по правам человека. Ну вот, в принципе, вот чем они известны. Здесь, основная цель, которая здесь а, преследует вот эта организация, Ассамблея Совета Европы, это защита прав человека, демократии и верховенства закона. Ну, Где, естественно, свобода личности. И да, вот скажите, мы можем вот перечислить любой вот документ, который они принимают из конфликтных ситуаций, которые ходят в мире. Ну, в частности, мы берем Чеченскую Республику. Что они сделали по защите нашего государства, которое наше государство создано? Ничего. За все эти годы, демократического государства, да. да, которое создано в рамках современного международного права, под всякими разными, всегда, вот сколько мы там были, всегда они принимали резолюцию на основе того, что якобы Чеченская Республика не имела права на свое государство и что эта территория является частью России. Вот в этой организации, когда они говорят, что они демократически защищают интересы людей, защищают свободу слова, этого нет. И нет ни одного такого решения, которое было бы там принято общим. Конечно, некоторые государства там выступали, говорили нашу сторону, принимали наш, но в целом, когда шло все общее такое решение, принималось, всегда шло к тому, что вот так вот было. И поэтому призываем эту организацию, этих людей, которые сегодня там управляют, главные там сидят. И главное то, что там было сказано, что это консультативный орган, консультативный, понимаешь? Ну, то есть они проводят консультации, вырабатывают какое-то общее мнение, и вот это вот общее мнение как раз-таки всегда было подвержено под влиянием России. Потому что их делегация, которую они там выдвигали, она была самая мощная, самая большая, скажем, в парламентской ассамблее Совета Европы. И тогда, когда, помню, это и там руководил некий известный этот фашист Зюганов, не Зюганов, а это Рогозин, я хорошо помню их там выступления, как они там выкидывали номера разные, которые противоречили этим принципам. Они считали, что чеченцев надо убивать за то, что они создали свое государство в рамках современного международного права. Это они делали не потому, что они хотели именно там чеченцы, они просто организовали полностью экспансию, начиная вот с нашей страны, с нашей республики. Они потом напали на Грузию, напали на Украину, потом сейчас снова на Украину, ранее было еще это Молдова, и сейчас они дальше планируют эту работу. Вот в чем принцип вот этой всей затеи, и которые вот сейчас там сидят люди, которые они избрали. Мы можем перечислить, я назвал этих людей. Это настоящие имперцы, и им не место вот с точки зрения нашей власти, президиум правительства, и не меньше. И никто от чеченского народа там не выступает, а Чеченская Республика не может выступать и говорить. Вот это я хотел бы, чтобы дошло до европейских этих депутатов в ПАСЕ, и что мы будем внимательно следить за этим и думаем,